столице Молдавии тысячи жителей выступили в поддержку общественного движения «Правда и достоинство», выступающего против коррупции и организованной преступности. Участники воскресного шествия призвали к отставке некоторых политиков, причастных, как подозревают, к масштабным хищениям из молдавских банков. По оценкам, приводимым в местной прессе, сумма хищения оценивается почти в $1 миллиард. Эти деньги исчезли из 3 банков страны в канун прошедших в ноябре прошлого года парламентских выборов. В Афганистане студенты Кабульского университета протестовали против, по их заявлениям, жестокого отношения к мусульманам в Мьянме. Они призвали афганские власти занять жесткую позицию в отношении того, как в этой стране обращаются с представителями рохинджа, одного из самых преследуемых в мире, по оценкам ООН, национальных меньшинств. Тысячи мусульман рохинджа, проживающих в бедности в Мьянме, подвергаются гонениям, что лишь усугубляет в регионе Юго-Восточной Азии кризис, связанный с потоками беженцев. В Таджикистан с визитом прибыл премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. В ходе переговоров с таджикским президентом Эмомали Рахмоном обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспортной индустрии, а также совместные усилия по борьбе с терроризмом и наркотрафиком. В городе Кветта на западе Пакистана местные предприниматели приостановили бизнес в знак протеста против убийства здесь накануне 5 этнических хазарейцев. 7 июня неизвестные преступники открыли огонь по 2 магазинам. Полиция считает убийство преднамеренным. В провинции Белуджистан, центром которой является Кветта, в последнее время участились нападения на хазарейцев, являющихся мусульманами-шиитами. А на севере Пакистана, в городе Ланди-Котал, представители нескольких политических партий выступили с требованием отменить законы, действующие на территории так называемой «зоны племен» в стране еще со времен британского колониального владычества. Участники акции, состоявшейся здесь в воскресенье, потребовали и проведения местных выборов в регионе. Действующие с 1901 года законы ограничивают, в частности, жителям зоны племен доступ к судебной системе Пакистана, а также запрещают им выбирать местные органы власти.